Васильки, воржи. Это мой родимый дом, часть моей души. Все пригорки и поля знаю наизусть. Это родина моя, сказочная Русь. Милая российская глубинка, чистая, как первая росинка. Ты во все года сердцу дорога, ты моя судьбинка. Доброе утро, дорогие телезрители! На канале ТНТ начинает свою программу телекомпания «Радищева» и представляет информационную часть. На радищевских полях продолжается уборка подсолнечника. Аграрии трудятся при благоприятных условиях. Солнечная погода, влажность воздуха и почвы подходящая. Урожайность в этом году тоже не подводит. С виду цветок солнца сейчас не такой красивый, как раньше, зато семена уже созрели. Комбайн с жадностью поглощает подсолнух. В этом году погода благоволит, дни теплые. Прошлый урожай на полях стоял до января, влажность была неподходящей. Такому положению и сердце радуется, признается Юнес Абдулкадырович Бирюков. Сегодня для хорошей и комфортной работы созданы все условия. Процесс полностью автоматизирован. В новых комбайнах все данные отображаются на бортовом компьютере. В хозяйствах общества с ограниченной ответственностью «Агроинвест» и агрофирма «Дворянская» пока убрали около 70% урожая подсолнечника. Показатели хорошие, отправлять на подсушку нет необходимости. Семечку нужно было убрать быстро, освобождать землю. Каждый год в хозяйствах производится демонстрационный сев подсолнечника. На полях соседствует много разных сортов. По результатам сезона смотрят, какой показал себя лучше. Еще один залог хорошего урожая, признаются специалисты, техника. Парк в этих хозяйствах обновлен на 70%. С наступлением холодов и завершением уборки специалисты займутся ремонтом техники, чтобы в новом сезоне быть во всеоружии и выйти в поля. Подводить итоги и говорить о точном количестве собранного урожая пока еще рано, но пожелаем аграриям всего нашего района удачи и ближайшего скорейшего завершения уборки урожая. Для кого-то в наше время сделать что-то доброе, нужное и полезное – это подвиг или же героизм. А кто-то просто привык жить так, чтобы каждый день приносить пользу всему и всем вокруг. Твори добро, и оно обязательно вернется. Под таким девизом живет замечательная семья Бирюковых, Юнеса Абдулкадыровича и Зайтуни Муталибовны. По всему району, наверное, уже мало сфер и отраслей, а также людей, кому они не протягивали руку помощи. 17 октября в свой адрес они снова услышали слова благодарности.
Глава администрации района Александр Викторович Белотелов, начальник отдела Центра занятости населения Любовь Ивановна Чембарова вместе с Счетой Бирюковых посетили инфекционное отделение Радищевской районной больницы, где их уже ждала главный врач больницы Светлана Борисовна Костова. Она провела гостей в уютную, отремонтированную на средства семьи Бирюковых палату. В светлой комнате, где созданы все условия, пациентка принимала медицинские процедуры. И она тоже была рада визиту гостей, которым выразила свою благодарность и восхищение. В общем, объем работы, Юрий Андреевич. Окно, косметика стен получилось, да? 130 тысяч обошлось, да? Вот я при свидетеле, при пациенте, который здесь вот находится, да, Юрий Андреевич, вам объявляю благодарность за такой жест доброй воли. Меценатство у нас только приветствуется, так, Светлана Борисовна? Конечно. Самое главное, это все будет в пользу наших пациентов, которые будут присутствовать вот на лечении вот в этом данном месте, в этой палате. Ругаются, почему у нас не в этом положили. Да, очень уютно, тепло, светло. Да. Персонал замечательный здесь. Так что да. Начало есть, Юрий Андреевич. Спасибо вам большое от всех наших пациентов, от наших врачей, от всех, от медперсонала вам большое спасибо, что вы нашли и средства, и желание у вас было сделать нашу палату. Больные, конечно, здесь и для выздоровления лучше на самом деле. А вам и всему вашим сотрудникам, родным желаем здоровья в первую очередь, конечно, и процветания, благополучия. Спасибо вам огромное. Спасибо. Палата с нуля – это, конечно, не первый случай спонсорской помощи для больницы. Когда-то сюда были закуплены и кондиционеры, и холодильники, и другая помощь оказывалась не раз. Говоря в общем, здесь семью Бирюковых считают своими и всегда знают, что, обратившись к ним, они могут найти помощь и поддержку. Делегация после больницы стартовала дальше. На сей раз в Новую Дмитриевку, где, как и сам Владимир Владимирович Путин, недавно открывал Крымский мост, так и Александр Викторович Белотелов лично проверил качество нового моста между Дмитриевкой и Карагужей, проехавшись по нему на огромном КАМАЗе. Мост хоть и не крымский, но зато новый бирюковский. И вот что говорили о его значении в этот день. К сожалению, рухнул. Вот. У нас были проблемы и с обработкой почвы, и с посевом озимых, яровых. Вот. Поэтому идейный вдохновитель Юрий Андреевич долго обговаривали, долго решали, каким образом восстанавливать, каким он должен быть, этот мост. Вариантов было много. Восстановить, как он был в прежнем варианте, в деревянном варианте. Вот. Но все-таки приняли решение затратиться и сделать его полностью из металлоконструкции. И вот в этом году она работает, закипела подготовительная, были убраны прежние уже сгнившие деревянные опоры, были проведены большие бетонные работы, укреплены берега и с той, и с другой стороны. Вот. Прежний металлокаркас несущий, он был вновь поставлен на место. Вот. Ну и затем была кропотливая работа. Он вот немножко стоит в стороне, этот герой. Кнутов Владимир Михайлович в течение месяца, наверное, вот с помощником своим, с Николаем Терезом, они кропотливо в мастерской один за другим каждый отсек проваривали. Вот. Общий контроль всех этих работ, скажем так, вот Юрий Андреевич, он был идейным вдохновителем, а все технические моменты притворял в жизнь. Это наш прораб агрофирмы Дворянской Кузяев Адельша Киямыч. Вот эта работа, она началась у нас с весны месяца, и вот к осени мы ее завершили и получили вот такой вот прекрасный результат. Ширина моста, если я не ошибаюсь, 4,20 в чистоте, да, 4,5, 4,20 в чистоте. Вот этот мост, естественно, здесь пройдет любой легковой транспорт, грузовой транспорт. Естественно, мы делали расчеты, чтобы здесь прошла, ну, в подавляющем большинстве вся наша сельскохозяйственная техника. Это и комбайны, и трактора, и КАМАЗы. Вот. Грузоподъемность этого моста позволяет, чтобы у нас прошла вся любая
легковая и тяжелая техника. Этот мост важен не только для нашего хозяйства. Вы все прекрасно знаете, что в летний период жители вот сел Октябрьского сельского поселения, они активно, ему удобнее ездить именно здесь. Здесь поля находятся не только нашего хозяйства, там за Малой Терешкой находятся земли еще и двух крестьянских фермерских хозяйств. Это КФХ Данилин, КФХ Сальников, поэтому они также могут этим мостом пользоваться. Ну и, естественно, жители, вот у нас здесь есть и рыбаки, которым сейчас есть свободный доступ на ту сторону, и на Терешку, и на Никольскую плотину доехать. Поэтому, скажем так, скрывать не будем, но даже в районном масштабе, скажем, силами одного хозяйства мы восстановили, да не восстановили, мы его заново построили, да, Юрий Андреевич? Заново построили. Вот. Ну и сегодня у нас такое торжественное мероприятие по открытию этого моста. И почетное право разрезать торжественную ленту мы предоставляем, естественно, главе администрации муниципального образования Александру Викторовичу Белотелову. Спасибо. Идейному вдохновителю, руководителю, генеральному директору Дрюкову Инусу Абдулкадыровичу. Ну и двум лицам, без которых, скажем так, наверное, строительство этого моста было бы проблематично, а может быть и невозможно. Вот. Это прораб агрофирмы Дворянской Кузяев Адель Шакиямович. Ну и Смутов Владимир Михайлович, чьи руки каждый швеллер прошли, каждый шов прошлись. 3-4 режем. Строили, наконец-то строили. Жителей ближайших сел, рабочих поселка Радищева, Мордовской Карагужи, Возрождение, все-таки связующее звено между вот этими участками. У нас проблема возникала периодически весной, размывалось все, но сейчас мы лицезреем вот это красивое сооружение. Вот, ну, я думаю, ту душу и средства, которые вложили, они не даром. Население будут пользоваться этим мостом, этой переправой такой вот. Но я надеюсь, что он долго-долго будет служить. Навек наш хватит, да? Огромное спасибо, Андрей Андреевич. Ну, начнем с того, что мы уже третий год будем в этом году подводить итоги именно по линии меценатства. У нас ребята, в основном, это сельхозтоваропроизводители. И уже третий год у нас идет конкурс на лучший меценат нашего муниципального образования. И вот мы видим, что эта идея была принята на должном уровне. И сейчас, не то, что там в очередь встают, да, но тем не менее, много делается для того, чтобы, кроме успешного развития бизнеса своего, бизнесмены нашего района, индивидуальные предприниматели, сельхозтоваропроизводители все-таки оказывают свою помощь и поддержку социальному блоку. И также мы в этом году на Дне работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который у нас будет проходить в конце октября или в начале ноября, мы определим эту дату, конкретной даты пока нету, тоже будем подводить итоги. Хочу выразить огромные слова благодарности Инусу Абдулкадыровичу Бирюкову за его вклад именно в решение этой проблемы. А проблема была у нас, она всегда на виду, каждую весну, когда шла талая вода с полей, здесь у нас вот в этом месте на речке Малой Терешки всегда проходило разрушение вот этого земляной насыпи для проезда автотранспорта. От этого страдали жители как ближайших сел, здесь у нас Новая Дмитриевка, Воскресеновка, Рязановка, так и в основном это было очень неудобно для жителей села Мордовской Карагуж, которые напрямую едут в районный центр, затрачивают буквально там каких 25-30 минут. А этого моста у нас не было, соответственно, дорога была через Ореховку, это уже больше часа дорога время затрачивала. Ну и сейчас, я думаю, уже жители вот этих населенных пунктов почувствуют вот эту комфортность. Кроме этого, у нас любители рыбной ловли по этой дороге же проезжают. Также на станцию Возрождение в Саратовской области эта дорога нас связывала. Я надеюсь, вот
вот это начало, Юрий Андреевич, который сделал, да, оно будет одобрено и поддержано всеми жителями. Слова благодарности, еще раз говорю, я выражаю вот именно ему, тем ребятам, которые вложили свою душу вот в эту конструкцию, кто именно руками своими сварили, техник, который работал здесь, тоже, в общем, потрудились хорошо, на славу. И в конце концов, лет на 50 как минимум, наверное, гарантии вот этому сооружению будет. Красная ленточка разрезана, качество проверено, благодарность выражена. Мост прослужит населению как минимум лет 50, уверены были делегаты. В общем, на наш век точно хватит. И уже жителям этих сел не придется ездить со своими досками, чтобы, если что, попытаться выехать через это болото. Оказавшись в селе, где находится хозяйство этой семьи, глава администрации решил посетить и их, узнать о ходе работ и состоянии хозяйств. И каково же было его удивление, когда он увидел процветающее хозяйство. 2 огромных ангара, помещений для склада отстроились и уже используются в хозяйстве. Есть планы и на будущее. Заложен фундамент для 3-го ангара. Сейчас в хозяйстве завершается уборка подсолнечника. Сфера животноводства тоже порадовала главу администрации, ведь здесь в планах увеличить поголовье скота, в отличие от многих хозяйств, решивших, что животноводство – неприбыльная сфера. Отнюдь, надои увеличились, нашлись партнеры по сбыту, и дела идут в гору. Практически фундамент готовый. Вот А почему двоярус как так сделал? Потому что клон вот мы сделали это. Ничего. 3 яруса. 3 яруса, да. Потому что и ангар будет ярусный, да? Да. Это уже все вы закрепили, да? Три яруса. 1, 2, 3. 10. А там, значит, будет уже, получается, как Закроем пол. фронтон будет, да? 50 сантиметров. И он будет сюда смотреть, фронтон, не с той стороны, Сюда все. В столовой хозяйства за обеденным столом многие вспоминали случаи, как однажды застряли, переезжая по этому мосту. Кто-то из делегатов не успел на просмотр своего фильма. Кто-то и вовсе, будучи студентом, опоздал на поезд. А кому-то даже пришлось вместе с секретарями из области проходить пешком, сняв с ног туфли. Веселые случаи из жизни. Совсем потерянный счет времени. Но каждому еще предстояло продолжить свой рабочий день. День и вправду особенный. Быть меценатом могут многие, а творить добро ради счастья других готовы не все. Пожелаем Юнесу Абдулкадыровичу и Зейтуне Муталибовне крепкого здоровья, удачи и успехов в делах. Пусть все намеченное обязательно сбудется. А о делах, что творят они, во благо народа будут говорить еще не только их внукам, но и праправнукам. Оставить после себя след – вот цель жизни каждого. А у них это прекрасно получается. Дорогие друзья, мы с удовольствием начинаем сегодняшнюю рубрику «Музыкальное поздравление». И единственной именинницей на этой неделе будет молодая, красивая жительница нашего поселка Оксана Викторовна Умярова, которая 24 октября встретила свой прекрасный 20-летний юбилей. 20 лет – это чудесный возраст, когда радуешься жизни, когда живешь сегодняшним днем, когда есть столько мест, куда хочешь попасть, и столько планов, которые предстоит выполнить, а сердце исполнено мечтаниями и надеждами. Дорогая Оксаночка, хотим пожелать вам идти по жизни легко и с улыбкой, искренне любить, мечтать и добиваться целей, счастливой быть и в облаках парить, постигая радость и удачу.
Оксана, тебя с этим красивым юбилеем через наш эфир от всего сердца поздравляет мама Елена Ивановна, папа Виктор Иванович, маленький братик Матвей, а также бабушка Любовь Ивановна Пощанова. Наша любимая доченька, внучка, сестра. Сегодня мы дарим тебе букет твоих любимых цветов и желаем тебе всегда быть такой же красивой и цветущей, как они. Огромного личного счастья тебе, родная, чтобы оно согревало каждый день твоей жизни, наполняло душу любовью и теплом. Ты в день рождения прекрасна, тебе сегодня 20 лет. Ты словно солнце светишь ясно, тебя счастливей в праздник нет. Желаю чаще улыбаться, всегда такой красивой быть, и не грустить, а лишь смеяться, всегда родных своих любить. Здоровья крепкого тебе желаю, пусть будет долгим светлым путь земной, чтоб ты всегда была окружена друзьями, чтоб ангел был хранитель за спиной. А как подарит Бог любовь тебе большую, то этот дар ты гордо пронести через года, сквозь неприязнь людскую, любовью свою душу воскреси. Желаем мы тебе цвести, как по весне цветет сирень, свет и любовь с собой нести, без остановки, каждый день. Родная доченька, мы желаем счастливою стать, идти вперед, улыбки не тая, ни горестей, ни бед не знать. Оксана, для ваших родителей, брата и бабушки вы самый дорогой человек на свете, поэтому они хотят пожелать тебе в прекрасный день рождения всего только самого лучшего. Пусть жизнь не скупится на радости для тебя, а печали и неудачи пусть обходят тебя стороной. Прямо сейчас в нашем эфире специально для тебя звучит эта прекрасная песня. С юбилеем вас! Мамина дочка, как же приятно, люди все говорят. Глазки похожи, волосы тоже, ясный и чистый взгляд. Чудо-ребенок сразу с пеленок взрослою хочет стать. Туфли примерить, секрет доверить, маму скорей догнать. Это отражение меня в тебе, тебя во мне. Это продолжение тебя во мне, меня в тебе. Чудные мгновения, каждый день быть собой, с радостным волнением дарить тебе свою любовь. Годы, как ветер, мчатся по кругу, уходят навсегда. Мама и дочка, дочка-подруга, рядом идут всегда. Как же хочу я все, что умею, все передать тебе. Радости, беды, смех и победы